Салем, достар. Сегодня 23 июня 2025 года. Сегодня 8-й день, как мы едем в Якутск с Алматы. Выехали с Читы в 5:30 утра и сейчас около 6. В Алмате 2 ночи. И вчера, кстати, мы не смогли загрузить видео в YouTube, хотя смонтировала, все сделала, но связи все меньше и меньше, друзья. Связь вообще нету. Вот мы сидим, мы даже в соцсети не можем зайти, потому что уже расстояние между этими остановками, оно уже колоссальная разница, связи нету. Машин, фур уже меньше намного. Вокруг пожары. Что творится? Ужас. Сегодня в планах наша цель сегодняшнего дня доехать до Невера. Это Сковородинский район Амурской области. Так что держим кулачки. Осталось где-то 700 километров или 650, где-то вот так. Все, проветули. Поздоровайтесь, пожалуйста, Ника. Ксюша. Ну все, удачи нам. Знаете, очень агрессивные собаки тут ходят. Ходят, нападают. Смотрите, ребята, это от лесных пожаров. Такая картина ужасающая, потому что мы ехали, все было такое зеленое, прекрасное, особенно в Алтайском крае, где все такое зеленое, желтые цветочки, а тут посмотрите, что творится. Это неделю назад, как сказал этот хозяин кафе, он сказал, что неделю назад все тут горело, мы в кафе сидели, вокруг все горит, мы уже думали собрать все вещи и уехать. Но потом остановили. Посмотрите. Деревья сгорели просто. Поговорили с местным жителем, он говорит, что каждое лето леса горят. И они не верят тому, что просто так из-за солнца, из-за жары леса начали гореть. Говорит, что явно есть вероятность того, что специально поджигают и освобождают территорию под что-то, не знаю. Сколько лет подряд-то? 3 года, подряд горели леса, это просто ужас. И так лето короткое, 3 месяца, а у тебя 3 месяца такой смог стоит. Это тут еще терпимый смог. До переезда в Алматы у нас там вообще страшный смог был. И этот смог, мы все в масках ходили. Мы у окон ставили марлю. Это было ужасно. И последней каплей было когда перед переездом опять такая погода сумрачная, ничего не видно. И тут ремонтные дороги. Видите, солнце такое красное, небо такое серое. И такое лето, 3 месяца. И еще жара 40-градусная. Это было просто ужас, поэтому все, еще одним фактором переезда это стало. Потому что зимой ты не видишь нормально солнце, не видишь нормально, тебе постоянно холодно, минус 60, а каждое лето у тебя пожары. Каждое лето просто. Поэтому такие новости, друзья. Вчера еще чуть поговорили с одним парнем, который в кафешке был. Он водитель фуры. Разговариваем, он спрашивает, откуда вы едете? Мы говорим, с Алматы. Он чуть не поперхнулся, это было так смешно. Так это же Казахстан. Ага, Казахстан. Так далеко, вы что, девочки, вообще герои. Прикольно. Когда услышат, что там с Алматы едем, 14-й регион же видит сразу, что с Республики Саха, и думает, что мы оттуда и сюда едем. На самом деле наоборот. Водитель ас сидит, массаж ног сделан. Дальше держим.
вроде пожары уже скоро. Ну, как-то надо как-то выходить из этой территории. Надеюсь, и я очень сильно надеюсь, что у нас в Якутии нет пожаров. И так жалко, вот, Забайкальский край. Так много деревьев горит просто. Вы посмотрите, они прям черные же. Черные деревья. Ой, так жалко. Вчера света не было из-за пожаров. Вот, пожалуйста. Ужас. Ужас. Так, друзья, мы наконец-то купили резиновую тряпку. И Ника вот почистила лобовое стекло. Посмотрите, вот такой сгусток тумана. Друзья, 300 километров до Невера осталось. Это вот как своего рода, ну село, там, где вот уже мы дальше поедем до Нерюнгри, Якутск. Там есть еще сторона Владивостока. Ага, такая точка, короче, Невер. И вот что еще-то? Вообще, как мы выехали с Читы, вот пейзаж вот такой, особо кафе, магазинов вообще нету, даже заправок нету, да? Мало, очень мало, мало машин, мало заправок, мало магазинов. Что еще происходит? Кстати, туалеты есть. После вот Алтайского края туалеты, ну, как бы уже бесплатные имеются. И здесь скоро начнется уже Амурская область. Там все очень хорошо, чисто, цивильно. Что хотела сказать. Вообще наши рекомендации. Мы едем с Никой без каких-либо энергетиков. Энергетики вообще не пьем, потому что это вредно, во-первых. И во-вторых, после этих энергетиков вроде хорошо, да, но все равно ты энергию берешь в долгу организма. И потом восстанавливаться очень сложно. Поэтому мы берем такие, соки натуральные. Это, конечно, тоже не очень хорошо, но все равно зато они холодные, они с сахаром. И кушаем семечки, чтобы не уснуть. И, кстати, посмотрите, наконец-то небо стало голубым, наконец-то вот этот смог ушел. И сегодня в планах доехать до Невера. И уже завтра мы пересечем нашу Якутию. А так связи вообще нету, кстати. После Читы связи нет, связь жёг. И мало того, что там какое там видео загрузить, влог загрузить в YouTube, да, нет, чтобы даже вот WhatsApp не загружается. Так что я думаю, мы где-то, сможем где-то в Тынде загрузить влог вчерашний. А так я его уже сделала. После Невера будет маленький городок, Тында называется, тоже Амурской области город. Ну все, до встречи. Вот такая дорога. Так едем. Деревья стали вот такие низкие, тоненькие, чукушки. Ура, ребята, мы в Амурской области. Все, следующая будет Республика Саха-Якутия. Позади дорога, которая с Читы до Невера. Дорога такая однотипная, но зато мы доехали. На улице жара, плюс 35 градусов. Ребята, мы прилетели, чуть не сказала, приехали в Невер. Ага, сейчас у нас покушали, и сейчас я начинаю массировать Никины ноги. Вообще она ехала левой ногой. Ну, то есть ставила на педаль газа и тормоза левую ногу. Правая вообще, икроножные мышцы там просто в шоке. А тем временем Ксюша протирает окна. У нее такая задача. Вот.
все приучены к работе, все делают что-то. Но она вообще не то окно протирает, Ника. Лобовое надо протирать. Да? Ну ладно, ну вот. Так что сейчас скоро выйдем, и цель на сегодняшний день выполнена. Это классно. Работайте, работайте, работайте. Вот она. Друзья, мы на Невере. У-ху! Совсем чуть-чуть, и мы пересечем с вами Республику Саха. До встречи! Сейчас мы едем в город Тында. Будем пересекать Тынду. Это город в Амурской области. И дальше у нас будет уже граница с Республикой Саха. А затем мы пересечем Ингру. И потом уже будет Нерюнгри. Не знаю, программа максимум. Постараемся доехать до Нерюнгри. Посмотрим. Потому что сегодняшний план доехать до Невера мы уже сделали. На часах у нас 7 вечера. И хочется все равно максимально доехать, чтобы завтра уже доехать до дома, до Техтюра. В сам город мы после отдыха в сам город Якутск поедем. Обязательно покажем. Связи нет, дорогие мои, связи нету. Выпуск всего вчерашний, сегодняшний выйдет ли? Должны выйти. Замечательная трасса. Пока не забыла, я хочу сказать, что как вот по трассе, да, как мы пересекаем границу, ну то есть до границы все хорошо, потом мы пересекаем границу тоже вот где-то вот до Бурятии трасса тоже великолепная, она вот такая, ага, начиная с Бурятии, да, по-моему, где-то вот с Бурятии там работы идут, во-первых, ага, и везде вот ремонт или там галька или что-то, короче, и очень много машин, и там получается, что ну чуть дольше едете, и вот с Бурятии до Невера вот дорога долгая, сразу скажу, и трасса она не такая вот как здесь, и начиная вот с Невера, с Амурской, да, кстати, и начиная вот с Амурской области, заканчивая, то есть с Бурятии до Забайкальского края. Ага. С Бурятии до Забайкальского края трасса она такая, ну понятно, да? Не такая, ага. А с Амурской области и до Якутии вот она такая. Ой. Ну посмотрим, как трасса Якутии сохранилась ли. Угу. Но, как мы помним, она была такая. Ника водит левой ногой сейчас тоже. Вон, посмотрите. Хорошо там. Кружки деревья стоят. Делаю маленький обзор салона машины. Это Харсхал якутский. Это хвост коня. Ага. Конский хвост. Витамины. Вот посмотрите, вот так водит Ника левой ногой. Задействованы обе ноги. Угу. Как тебе, нормально? Угу. Тряпочка. Да? Термос. Давайте посмотрим, сколько у нас осталось километров. Так, до Якутска 1136 километров. Как много. Но уже меньше. Меньше, чем 6700. Вот Ксюша. Все, на этом весь обзор. Ребята, мы приехали в город Тында. И снова мы проезжаем мост. Посмотрите, ЖД есть, оказывается. Вот такие белые дома.
мост. Смотрите, город Тында назван в честь реки Тында. Ага, а название Тында вообще означает от авенкийского слова «место, где пасут оленей». Угу. А в этом городе живет 27 тысяч человек всего. Такой маленький город, уютный, тихий. Это город в Амурской области. Сейчас сколько? 9 вечера же, да? 9 вечера. Ребята, смотрите, мы доехали до нашей границы. Вообще красота. Родина. Вообще. Сейчас мы будем ложить оладушки. Это делается для того, чтобы попросить наших богов. Дары даем и просим о том, чтобы мы добрались до дома в целости и сохранности. Посмотрите, какая красота! Ну просто, ну вообще, ну Саха Сиры. Вот. Ни одна из границ, в которой мы были, вот так фashionable не выглядела. Ой, вообще. Узоры якутские. Какая она высокая, красивая. Ай. Вот видите? Видите, уже оладушки лежат. Вот так вот. Друзья, сейчас 10 вечера. В принципе, светло. И смотрите, вот тоже оладушки лежат. Только мы остались, все пофотались и поехали, а мы тут сделали фотосессию прямо, видео сняли для Инстаграма, для Ютуба, для обложки. Ну, красота же, красота. Что вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. Ну все, мы поехали дальше. Это наш флаг и наш герб. Смотрите. Дата образования республики 1922 год. Вообще, вот, республика Саха называется. И чтобы в Якутию внести в скобки было проделано очень много работы, чтобы назвать именно вот республикой Саха. И в скобках Якутия. Вот сама республика. Территорией, смотрите, территория 3 миллиона 103 тысячи квадратных метров. Население, кстати, недавно отсчитали 1 миллион. Нас 1 миллион по всей республике. Смотрите, по всей вот такой большой территории на 3 миллиона квадратных метров. Население всего 1 миллион, а самих Саха где-то 500 тысяч отсчитывается. 500 тысяч человек. Вообще ходит, бегает где-то. Все, мы уезжаем, до свидания. Эвенов где-то. Ника все уехала. Все. Ребята, мы едем вот по такой дороге. Жесть. Помните, я говорила то, что вот дорога в Амурской области будет хорошая. Нет, она испортилась за эти годы. Ну, в принципе, нормально, конечно, не полностью, но тоже есть свои изъяны. И еще мы забыли, что в Нерюнгри, до Нерюнгри, по-моему, да, или до Иенгры, чуть-чуть вот такая дорога есть, каменистая. Так что вот, едем. Хотим добраться все-таки до Нерюнгри, пускай ночь, но водитель ас сидит рядом. Потому что мы должны пересечь паромную переправу завтра. И хотим, чтобы вот проснуться и сразу выехать, пересечь и уже добраться до Тихтюра вечером. Вот. Все будем показывать. Да, вообще наши с опозданием выходят уже влоги, потому что связи нету, до сих пор нету связи. Я просто снимаю на камеру, фиксирую и делаю влоги. А
связи. Надеюсь, вот доберемся до Нерюнгри и выставим уже вчерашний день. Вот так вот. Друзья, смотрите, мы проехали Иенгру. Это село, Венкийское село. Нерюнгринского района. Очень красивое название в честь реки Иенгра. Так, друзья, вчера в Нерюнгри мы приехали где-то к часу ночи примерно. Была глубокая ночь, мы даже нормальный туалет не нашли, еще убегали от собак. Поэтому видео нормально не отсняли. Но постаралась, конечно, с утра в Нерюнгри тоже отснять, что есть и что делать. Все-таки из-за парома и не хочется вот последние дни потерять и 10-й день быть в пути, потому что вот машину нужно, как бы мы же перевозим машину, моей подруге, и хочется уже отдать машину на 10-й день, в Техтюре посидеть, покушать, банька нас там ждет, и мы решили, что все, быстрее надо домой, и вот спешим. Так и не заехали в Нерюнгри, так и не заехали в Алдан. И, ну а что делать, зато другие, город якутский я от души постараюсь показать. По-любому покажем. Мы сами соскучились по Якутску, потому что очень много изменений. Хочется это все увидеть и зафиксировать. Вот. Ну что, так что 7-й день, это был, вот сейчас я загружаю 8-й день. 8-й день подходит к концу, вот так вот. Мы убегали с Ксюшей от 3, по-моему, собак, так и не сходили в туалет, это было очень смешно. Поспали мы в машине, рядом с фурами, как всегда, и быстро уснули, и сразу на утро выехали в Техтюр. Сейчас мы, сейчас 9-й день, также снимаю, хожу, и уже 9-й день выйдет завтра. Связи вообще нет. Ну, а что делать? Спасибо вам за комментарии, которые вы пишете. Я читаю, Ника читает, мы радуемся, Ксюша радуется. И как только нормально стабилизируется связь, я всем обязательно отвечу. Мне самой очень интересно пообщаться. И то, что вы пишете о том, что вот, показывай Якутию, это нереально мотивирует показать, рассказать. Обязательно я это сделаю. Мы это сделаем с Никой. И уже больше недели мы в пути, далеко от дома. Все-таки Алматы стал для нас все равно же домом. И такое чувство, как будто мне, например, кажется, как будто мы выехали уже месяц назад и находимся в машине где-то месяц. И все равно там жизнь осталась, и как-то нет, чтобы грустно, все равно скучаем, все равно и там скучаем, тут скучаем. И когда вот мы кушали в придорожных кафе, были такие моменты, когда невкусно. А мы привыкли к Алмате, мы привыкли к тому, что всегда везде вкусно. Куда ни зайдешь, все равно вкусно. И мы всегда доедали, всегда. Не было такого, чтобы что-то там было испорчено. А сейчас мы привыкаем и отбираем, и думаем, все-таки тут что-то тут невкусно, мясо там пережаренное или слишком много масла. Вот. Но ничего страшного. Месяц побудем. И в конце июля должны вернуться. Возвращаться мы будем через аэропорт. Но авиабилеты покупаем в конце июля. У меня скоро семинар, все проведем. И классно то, что я что подумала, поняла, то есть я поняла, что если бы не работа в 2 республики, если бы я не работала онлайн со своей родиной, я бы не была уже в контексте родины, я бы не была уже в контексте с клиентами, с друзьями. Почему я так подумала? Потому что когда уезжаешь из дома, все равно, когда возвращаешься, ты чувствуешь, что ты лишняя. Ты чувствуешь, что ты уже
не там, откуда ты уезжал, но поскольку мы работаем в две республики, мне лично это помогает быть в контексте и быть здесь и сейчас. Коммуницировать с людьми помогает. Если бы не работа, у меня бы связь с Родиной, наверное, пропала бы. Ну, конечно, за исключением родных, вот. А так у меня намечается много встреч, даже вот семинар намечается живой. Ага. Поэтому нормально, все хорошо. И по документам, кстати, будем бегать. И, конечно же, по поликлиникам, потому что у нас нет ВНЖ в Казахстане, мы его еще не оформили. Нужно оформить и накопить 5 миллионов тенге. Вот. Ага, и поэтому мы будем здесь проходить полный чекап здоровья бесплатно. Ну вот такие планы. До конца июля должны успеть. Ну что, тогда до встречи в Тюхтюре. Все, всем пока, сабонзда.